Все, я достаточно горяча, чтобы окунуться в воду Амги. Где? Привет! Красивый! Красивый! Это якутская пшеница. Я впервые ее увидел. Я впервые увидел якутскую пшеницу. Видео будет популярным, наверное, в Ваннесе. YouTube, как да? Сейчас будем спускаться вот по этой тропинке. Я возьму камеру в зубы. Some food in you. Step 3, think real hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Скорее всего, мы увидим наскальные рисунки. Да, сказали, что есть. Как красиво. Дайте по фотку. Взял, свалился такой. У нас проходит гуманитарная акция. Возвращаем известняк, который тут пролежал миллионы лет, обратно в воду. Тут были берега реки, вот где-то здесь, миллионы лет назад. Море? И море, наверное. Еще миллионы лет назад. Да. Так что, камешек, возвращайся в свою родную стихию. Вау! Ты докинул? Докину. Вау! А окурок Петя берет с собой. Надо об этом рассказывать, кто это будет. Хорошо. Так-то я за ЗОЖ. Местные смотрят на нас. Как всегда, в деревне все смотрят с интересом и опаской. Что, выйдем? Давай, Это якутская пшеница. Я впервые ее увидел. Я впервые увидел якутскую пшеницу. Так, это так удивительно, живя в Якутии, увидеть поля пшеницы. Для нас центральная Якутия с нашими морозами это экзотика. Посмотрите налево, амгинская якутская пшеница. Посмотрите направо, тоже пшеница. Бескрайние поля пшеницы. Теперь мне захотелось купить амгинскую муку для Пети с Егором. Теперь буду покупать только амгинский хлеб. Вот кто подскажет, кто знает из жителей центральных полос России, Беларуси, Украины, что это за желтые растения? Рапство. Ну мы с Петей думаем, что это рапс. Они вот с пшеницей растут вместе. Steps you take them, I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Все, объяснили. Сейчас первый поворот налево. Это, к слову, как мы без адреса едем в деревню и ищем нашего проводника. Даже не знаю, как его зовут. Евсей Егорович, это вот он. Все-таки Это он, ага. Приключения начинаются. Ну, давно мы так не ездили.
Дети сейчас совершают очень важную традицию. Вот, нужно покормить красавицу Амбу, чтобы наше путешествие было удачным. Лучшего сцепления. Я сейчас фонарик включу, дадим. Холодно. Так, и заканчивается. Как пещерные люди. Это пещера, ну, две пещеры. Вот одна, вон вторая. Называется Таптал-Вете. Гнездышко любви. Слова с собой. Слава. Ой, осторожно. Веревка есть. Хорошо. Да, вот такую Якутию не каждый сможет увидеть. Мы везунчики. Такая природа мне напоминает чехословацкие сказки. Ой. Шишку возьму на память. В Якутии так много очень красивых мест, но они настолько малодоступны, да? Ну вот кто хочет, только тот добирается до них. И она разная. Горы, скалы, реки, озера, долины, поля пшеницы. Очень, не сказать, что разнообразная, но она разная. Да? И удивительная. Так много девственных мест нетронутых. И не хотелось бы, чтобы в верховье Амги рубили лес. Все-таки это очень сильно повлияет на саму реку. Она обмелеет. Если лес ее держит, она же совсем не глубокая, 3 метра примерно в глубину. Узенькая, красивая, ласковая. Если она обмелеет, это будет катастрофа. Впечатление? Страшно. Страшно. Но никогда не думаешь, что вот именно ты упадешь и сломаешь шею. Есть какая-то дурацкая самоуверенность. Но я больше прислушиваюсь к страху. Ну да, то бывает же. Ну, меня-то это не коснется. Да. Во рту держал. Искупаемся, порвачим, да? Мне кажется, Евсей быстро вернется.
Только ты осторожно. Да, мы без вас тут умрем. Да, вот такую рекламу не каждый миллионер может себе позволить. На скале установить флаг, да? А. Надо будет потом рассказать, что... Расскажи сейчас. Владелец магазина японец Афанасий, он общественник очень крутой и поднимает такие проблемы, как вырубка леса в верховьях Амги. Амга может из этого обмелеть. Поэтому его население поддерживает, и вот флаги его вешают вот на скалах и достопримечательных местах. Я тоже поддерживаю, я бы тоже полез, но у меня лапки. Да, мы, к сожалению, без кроссовок. Не подумали, что по скалам будем лазать, да? Все старые стали. Все, я достаточно горяча, чтобы окунуться в воду Амги. Где? Ой, надо оттуда, чтобы меня принесло к тебе. Где? Течение довольно резвое здесь. Раз, два, три. Кайф. На наших глазах Евсей повесил флаг японца. В честь этого я покричу. Ну-ка, залпом. О, останови. У меня. Классно так? Нет, я, пожалуй. Я уже испыталась. Кислый, да? Угу. Минеральный, ага. О, бодрит. Химический анализ провести, чтобы узнать, какие там минеральные вещества. А зачем? А потом понадобят ученые, блин, туда-сюда, а потом сделают скважину, блин, и бить-то. Нет источника. И? Ну или на этом источнике тут сделают санаторий. Да, лечебницу для всех тогда. Окушок. Красивый. Красивый. Тихо-тихо. Ты прости. Тебе ничего. Такой жадный, да? Вот это блесна. За большой, да? Блесна вот. С первой рыбкой. Троллинг. Ну, я сам узнал минут 5 назад. В общем, лодка медленно едет, и ты вот... Просто сюда. Еще одна, кажется. Все... Что-то я встал. Так, ну что же, у нас сейчас мы приехали в доме, где мы будем жить, ночевать, точнее, одну ночь. Наше приключение. Вот. Все идет. Там все есть. О, От нас только продукты. Да. Даже вода есть. Ого.
Даже. Будем пить чай с чабрецом. Здесь на газу. Тут вообще полностью оборудование. Люкс. Вся посуда, продукты даже есть. Комфорт. Да. Ждем только Петю с рыбой. Просили 3 окуня, дала 3 окуня. Спасибо сказал. Я такой, ой, как последний раз бросаю и пошел. И последний раз. Клюнул. Куда? Здесь. Туда. О, ну хорошие. У меня аппетит только на рыбу. Надо там Көмөнбеликова. Наш скромный ужин. Диетический. Что дала Амга? Запеченные кушки. Развернешь? Belirkeleyenler tuha konmalıdır. Bir dakika. Nasıl mastahalar? Там 2 мужика попросили их помочь, ну, им помочь довести их до последней деревни. У них лодка сломалась. Все говорят, давай съездим. Говорят, ну решать вам. Поедем или не поедем. Я говорю, а сами езжайте, мы тут отдохнем, искупаемся, поспиннингуем. Доброе утро. Мы сейчас остались одни в лесном домике Ютень. И здесь хозяйничаем, прибираем за собой. Видео будет популярным, наверное, в ванне себе. Здравствуйте, YouTube, как ты да? Ну, не раз ты там. Спи. Здесь есть все благодаря тем людям, которые здесь останавливаются. И это не все, кто проезжают, а именно жители Аннёса. Так, что еще интересного? Продуманная полочка. Да, мы здесь оставили наши макароны, которые не смогли съесть, безглютеновые. Ну, вы же знаете, да? Здесь есть крупа, макароны, лапша. Мы тушеночку еще оставили. И соль, масло, мука обыкновенная. Все, что нужно, чтобы поесть. Вот такой огромный куль макарон. Тут припасы, да. И, кстати, просто хай-люкс. В месте, где нет вообще связи. Тут есть тарелка за домиком, спутниковая, проигрыватель DVD, телевизор, свет. Если ты сюда приезжаешь с электрогенератором, то абсолютный комфорт. Вот. Но главное здесь природа, конечно. Выйдешь и так луга пахнут. Вот пили чай с чабрецом.
ели окушки амгинские. Это просто кайф. Ребята, я вот чувствую, что мы такие везунчики. Так спонтанно взяли, собрались. Благодаря Светлане Махначевской. Света, спасибо. Вот у нас в Курбусахе мы растапливаем огонь при помощи старой березовой коры. Вот. Так называемый тос по-якутски. А тут они пользуются сосновыми веточками сухими. Такая разница. Здесь есть еще периодика, вырезки из газет на якутском языке, разные рассказы. Есть мистического характера, есть просто социальные истории. Очень интересно. Этот же тянь используется не только летом, но и зимой. А зимой, как известно, тянет почитать. Да, представляю, как тут коротают вечера. Например, вот. Аня ахтыбыцыга. Чучукка онна абагытуунан арас кэпсэннер ага дөдө сиритин иннери кебиннери сылырга алу салбэх боллор. В общем, это история о Чучокке, маленьком рыжем мальчике, который играет с детьми. Живет в печке. И живет за печкой. Мы здесь нашли книгу отзывов. И здесь очень душевные отзывы. 90% на якутском языке. Все очень добрые. Есть и на русском языке. Спасибо хозяину дома. Спали очень хорошо. Никто не мешал. Спасибо за гостеприимство. Восклицательный знак. Рыбалка удалась на славу. Словили хоть и немного, но хорошо на ужин хватило. И так, это с 18-го года. Мы решили тоже здесь оставить на память свой отзыв. Ночью часа в 3 вышел в туалет, полюбовался красотами, но было страшно. Везде туман, тишина, птицы не поют. Открываю дверь обратно в ютен и вижу во тьме что-то вот такое вот. Вот там вот ко мне подходит он. Ох, я испугался на мгновение, блин. А потом оказалось, что это Вика. Это я лохматая. Тут потолки низкие, я высокая, я в полусогнутом состоянии. В серой толстовке такая. В серой толстовке я такая. Я тоже хотела выйти. Ну, потому что Петя очень громко вышел, меня разбудил. Это после вечера страшных историй от Евсея. Да, ну, конечно, я потом... Ты меня рассмешнила. Рассмешался я.